Друзья, всем привет! Во-первых, хочу поздравить всех с Днем Рыбака. Сегодня 2 воскресенье июля. Но мы не на рыбалке, мы будем сегодня коптить рыбу. Кыш, кыш. Вчера вывесили рыбу, не было ни одной мухи, было холодно. Мы и рады были, думаем, все подвялится, ни одной мухи, ветерок, прохладно. Буквально вышло солнышко и чуть-чуть стало вот теплым, потеплее, и сразу налетели мухи. Так что мы не будем терять ни минуты. Снимаем сейчас. Она немного подвялила с вчерашнего дня. Надо было еще, конечно, чутка. Но ничего, остальное довялится. И сегодня мы, друзья, будем испытывать новую коптильню. Вот такую вот коптильню. Приехала мне уже месяц назад, наверное, все, руки не доходили. Сейчас мы быстренько снимаем эту всю рыбу, чтобы мухи не садились. Укладываем коробку, собираем коптильню и посмотрим, что у нас получится. Поехали. Так, все, рыбку вот убрали, приготовили к копчению. Здесь, как говорится, удобнее отгонять их. Вот опять солнце скрылось, ветерок поднялся, все, ни одной мухи. Чуть только солнышко появляется, они откуда-то появляются тоже. Вот. Смотрим, что у нас представляет новая наша коптильня. Такой ящик, такой ящичек. И такой вот ящичек. Все. Мешок пригодится в хозяйстве. Так. Хоппи смок. Так. Смотрим. Видно, наверное. Давайте с этой стороны откроем. Дымогенератор Хоппи Смок. Емкость для копчения. Сам ящик. Так. Холодное копчение. Рецепты копчения. Хоппи Смок, вот он сам дымогенератор. Так. И вот так. Все. Здесь больше ничего нет, пока это убираем сюда. По этой схеме будем собирать ящик. Ну вот, как назло, ветер поднялся. Сейчас, наверное, и слышимость будет такая же. Так, вот у нас сюда, как понимаю, надо... Опа-на! Тут, смотрите, даже опилки уже есть готовые для первого раза. А я закупил тоже ольховые опилки. Ну, есть, это очень хорошо. Так, опилочки у нас уже есть. Так, здесь у нас опилочки. Здесь мы тоже разберемся все. Даже зажигалка есть, друзья. Даже зажигалка. Так. Ну и в принципе сам ящик. Сам ящик. Сейчас открою, покажем. Два. 3, 4, 5.
А вот еще. Все. Вот, друзья, в такой комплектации у нас наша коптильня Hopi Smoke. Теперь внимательно читаем инструкцию и собираем. И посмотрим, что у нас получится. Ну что, друзья, вот в принципе и все готово. Собрал ящик. Немножко, правда, пришлось повозиться. Дверь неплотно закрывалась. Немного, чуть-чуть не совпадали отверстия. Здесь отверстия не совпадали. Я сверлом немножко сделал их подлиннее. Проверил. Все, теперь все четенько. Все четко закрывается. Все плотно, без щелей. Изначально немного двери. Остальные все отверстия совпали. Все собрал, все приготовил. Сделал еще небольшое, как говорится, новшество, нововведение, как говорится. Вон, Ром, покажи. Здесь вот было всего, в ящике идут вот всего 4 планки. Вот как бы раз, два, три. Ну, так как у нас рыбу много, и надо развешивать. А верхняя как бы бездействует. И вот тут я вот так вот просверлил 3 отверстия. С одной стороны прямо на планке. И 3 отверстия с другой. И жесткую проволоку повесил сюда. То есть у меня рыба, потому что длинная. Вот я ясь крупный. Вон он какой крупный ясь. Вон. И вот прямо чтобы, если допустим я бы повесил сюда. Если допустим сюда. Все, второго уровня бы уже не влезло. Поэтому я сделал вот эти 3 проволоки. У меня рыба будет с самого потолка. То есть стараюсь максимально использовать емкость коптильни полностью, чтобы не было пустых. Это что, 2-3 рыбки, что ли, коптильню заводить? Вот. 3 проволочки. Вот раз, два, 3 сверху. И приготовил еще на всякий случай, вон сколько реечек. Это на тот случай, что если, допустим, коптить окуня, а окунь у нас вот немного поменьше, вот, то чтобы можно было на каждую планку, ну, в общем, ясно, да? Использую каждый свободный сантиметр, чтобы не было пустого пространства, скажем так. Все приготовил, все проверил. Генератор работает. Нам что остается? Остается развесить рыбу, заправить опилками, которые Hopi Smoke любезно выслали в подарок, уже готовые опилки. Опилки дополнительно у меня тоже есть, я приготовил. И будем запускать. Так, ну что, сейчас беру вот эту рыбу и перекидываю и развешиваю вот так вот. Ну как-то вот так. Я понимаю, получилось плотненько. Сейчас мне будут писать комментарии. Это плотно, дым не гуляет. Но зато использовал каждый сантиметр. Здесь 3 ряда. Здесь 3 ряда. И один ряд окуньков не влезло, поменьше которых. Кинул на нижний ряд. Вот они. Вот они, которые поменьше. Ну и 2 яйцечка не влезло, чтобы не совсем плотно. Я их лежа положил вот так вот на эти перекладины. Здесь около 30 килограмм рыбы. 20-ка была полная с язями. И окушков с щуками было где-то больше половины. Но килограмм 30 точно рыбы есть. Использовали каждый свободный сантиметр. Теперь посмотрим, что у нас получится с этого. Закрываем. Все. Это мы закрыли. Это мы закрыли. Все плотненько. Я говорю, вот поначалу не получалось у меня. Тут щели были. Потом немного дрелью. Раз. Все получилось. Так, теперь заполняем емкость опилками. Засекаем время. 16:05. Ничего себе. Вот это да. Так, немного рассыпал, но ничего страшного. Основная масса пошла туда. Так. В целях пожарной безопасности поставил вот такой стальной лист. Под низ все-таки сухая трава.
все такое. И чтобы не было беды, поставил под окнами, будет постоянно буду контролировать что да как. Смотреть будем вот это все такое. Соберем остатки опилок. Так, ну все. Вот так вот где-то получилось. Потом, если что, добавим. Запускаем дымогенератор. Все. Думаю, все. Как мы видим, дымок пошел. Значит, все работает правильно. Давайте посмотрим, как у нас здесь дела. Все четко, вон, дымок пошел. Значит, у нас все получилось, все сделали правильно. Ну что теперь? Ждем, засекаем время. Так, время у нас 16:09. Скорее всего, придется, наверное, добавлять опилки. Прогорят, я добавлю новую партию. А, вот так. Совсем забыл. Вот здесь у нас есть краник для сбора смолы, для сбора дымного конденсата. Вот. И мы его, пожалуй, приоткроем. Вот. Не так, чтобы сильно. Периодически будем сливать. Поставим сюда баночку сейчас. Сюда поставим баночку и будем сливать смолу. Все нормально. Опилки горят. Дым идет. Процесс пошел. Ну а что у нас получится, мы это увидим. Итак, друзья, время у нас 21:38. 4 поставили, 5 часов. 5,5 часов, грубо говоря, у нас коптится. Сейчас что мы делаем? Сейчас я достану для пробы 2-3 рыбешки. Чисто так, для пробы. Остальное у нас будет коптиться до утра. Добавлю опилок. И пусть до утра у нас коптится. Так, что у нас тут получается? У нас получается вот такая вот красота. Цвет немного поменяла. Что, щучек попробуем, да, Роман? Не знаю, может тех, которые боком лежат, что они там лежат, нет? Вот эти бочком, которые, да? А, там их всего 2, да? Так. Один бок белый, другой серый. Их, значит, переворачивай, доставай то, что висит. Мало. Да, вот так вот. Эту сторону. Так, эта сторона пожелтела. Так, перевернем. Так, вот этих положим. Так, маловато получилось. Вот эти некрупные щучки, наверное, достану. Сегодня мало еще, мало. 5 часов это ни о чем получается. Но все равно достану для пробы. Так.
Все, теперь я это все закрываю, засыпаю все закрываем. Так, все закрыли. Забыл вам еще сказать, вот сколько, приоткрыл немного кран, вот сколько конденсата, дымного конденсата накапало с кранника. Если бы этого, получается, не было холодильника, это все бы капало туда. Так, ну что, засыпаем ольховую щепу. Я не знаю, какую щепу мне положили сюда, но сейчас засыпаем ольховую. Так. Как раз влезла полностью упаковка. Ну и все. Закрываем. В инструкции написано, чтобы угол наклона был немножко, чтобы это было выше, а сам ящик чуть ниже. Вот небольшой, но у меня уровень наклона есть. Это чтобы конденсат не затекал обратно сюда, чтобы не заливало. В принципе, вот у меня все работает. Дым идет. Оставляем до утра. У нас прокопилось 5 часов. В среднем я смотрел, там пишется 8-10 часов, в зависимости от рыбы. Ну это мы сегодня с пенным напитком попробуем. Цвет поменялся, немножечко стал желтый. Вон. Но этого еще недостаточно. Запах приятный. Надо, говорят, чтобы денек... О, видно. Вот оно. Запах копчености уже есть. В общем, пробу будем снимать. Завтра расскажу, как оно на вкус. И завтра мы посмотрим, что у нас получилось. До завтра. Итак, у нас уже наступил вечер 12 июля 20:48. Без 10:09. Это у нас больше суток уже. Больше суток получается. Но правда оставлял вот что на ночь. Ночью у меня опилки потухли. Ночью было прохладно, видать, сел конденсат или что. Увлажнились опилки, не сели. Половина где-то сгорела вот так, остальное потухло. Я поменял на сухую щепу. С утра опять запустил коптильню. И оно у меня вон, в течение дня горит. Ну и все. Иди, Ром, покажи, что осталось здесь. Вон, пусто. Все опилки прогорели. Осталось вообще совсем там на донышке. Так что хватит. Выключаем компрессор. Смотрим, что у нас получилось. Специально, друзья, дождался вечера, потому что похолодало. Сейчас где-то градусов 10, не больше. Ночью будет еще прохладнее. Мухи исчезли, как мы видим, мух нет. И сейчас мы эту рыбу, то, что получилось, а получилось у нас вот что. Сейчас мы эту рыбу вывесим на улицу. И до завтрашнего утра, до раннего утра, пока еще прохладно, она будет висеть у нас на улице, проветриваться. Вот, получилась у нас такая красота. Вчера вот что заносили пробовать. Запах копчености был, но было маловато. Я так думаю, больше суток уже у нас получается она коптится. И результат вот. Ничего не сварилось, все получилось холодного копчения. Нет, это... Запах
приятный. Она подвялилась, подкоптилась. Сейчас повисит еще. Отойдет. Вот. Вот. Вот такие окуня, щучки. В общем, вот такая вот красота. Пробу будем снимать уже завтра. Как выветрится весь дым, так и будем снимать пробу. Вот. Ох ты! А у нас тут одна перекладина переломалась. Я все удивлялся, я говорю, неужели цельной речки нет? Вот они, склеенные получается. И вот одна не выдержала, получается. И переломалась. Но дым попал на всю рыбу. Прокопилась у нас вся рыба. Сейчас она еще немного подвялится. И будет все окей. Вот такую вот бумагу сюда стелил, чтобы... Но все-таки надо до того, как начать копчение, все-таки надо дать ей все-таки провялиться. Потому что вон, то, что у нас ночь она висела, одна ночь это мало. Вон, как мы видим, влага с рыбы все-таки вот вышла. Вот она. Много стало влажная. Не зря я так что постелил. Все четенько. Опа-на. Вот такая вот красота. Так что эта рыба уже у нас точно не испортится. Сейчас мы еще дополнительно подвялим ее. И завтра утром или вечером обязательно снимем пробу. Я вам скажу честно, как получилось это на вкус. На вид получилось это просто шикарно, как мы видим. И цвет, и запах. Все обалденно. Так что я считаю, первый блин получился далеко не комом. Все получилось. Так, друзья, совершенно забыл сказать. Зря мы время сегодня не теряли. Вот. Как мы видим, это далеко не мусор. Это я разобрал старые оконные рамы, старые дверные рамы. В общем, это у нас, друзья, что будет? Кто же догадался? Все правильно. Сушилка для рыбы. Немножко не хватило инструментов. Надо тоненькие сверла, надо саморезы, надо уголки. В общем, друзья, у меня вот будет вот такая вот конструкция. Думал, прикидывал, что и как. Одно, другое, третье. В общем, вот так вот это будет вот так. Вот так вот это будет. Вот там еще вот эту планочку приколочу сверху. Будет вот так. Тут эта планочка будет. И вторая будет там. И это у нас будет вот такой короб полностью. Здесь будет москитная сетка, здесь будет москитная. Снизу будет москитная, сверху будет москитная сетка. Вот такой короб будет. И в этот короб вот аккурат, вот эта верхняя планка будет вот так вот раз и накрываться. Все это закреплю уголками, саморезами, обошью москитной сеткой, поставим на табуретку, и у нас будет вот такая вот циркуляция. Рыба будет просто вялиться капитально. Я так думаю, материал просохший, хороший. Все должно получиться. Ну, естественно, что получится, я опять же вам все покажу. Теперь точно все. Встречаемся завтра, когда уже все проветрится. Пойдем покажу, куда я повешу сейчас рыбу. Пойдем еще покажу.
Здесь она будет доходить, выветриваться до завтрашнего утра. Ночью у нас прохладные, ночью у нас мух нет, так что не знаю, будет ли садиться муха днем на копченую рыбу, но рисковать не будем. Как потеплеет, как выйдет солнышко, мы это все отсюда уберем. Так что как-то вот так происходит у нас с момента вылова этой рыбы до конечной продукции. Надо почистить, посолить, подержать в леднике, в кровяном рассоле, промыть, провялить, прокоптить и опять же высушить. Вот сколько этапов проходит рыба, чтобы она была действительно вкусная. И когда говорят, что ой, сорная рыба язь, да язь это не рыба, да все такое, я вам скажу одно. Плохому танцору что мешает? Все верно. Также и ленивому мешает. Если они просто язя наловили, засолили, стушили и говорят, язь не рыба, язь костлявая, ни на жарку, ни на парку. Язь вот такая вот рыба. И не только язь, и окунь, и щука. Всё. Что белый? Рыбка висит, да? Копченую, кстати, рыбу, друзья, он не любит. Вон. Не нравится. Вот. Рыбу ест всю, но копченую не любит. Значит, природой так предусмотрено. Получается, какая-то степень вредности есть, но я вам скажу, мне запах нравится обалденно. Вот специально оторвал вчера крылышко у щуки. Просто изумительно. Ну а с пенным напитком мы уже, наверное, будем пробовать ее сегодня вечером, потому что у нас планы сгонять в Ухту. Так что ни вчера, ни сегодня. Завтра у оператора Романа день рождения, юбилей так называемый, 20 лет. Надо съездить в Ухту, сдать металлоломчик. Собрали тут что-то цветное, что-то черное. С Романом вчера разбирали телевизор старый. Загрузили весь хлам с одного дома, другой. Так что сегодня отправляемся в город Ухта. Завтра будем отмечать день рождения. И вот эта вся продукция будет уничтожена завтра, так скажем. Так что вот как-то вот так. Смотрим, что у нас получилось. Всю ночь она провисела, как видим, мух нету. Не знаю, то ли они не нравятся им копчености, то ли что. Вон. Запах обалденный. Просто я вам скажу одно, друзья. Надо еще, как бы чисто по мне, немножко еще надо немного повялить. Все хорошо, все нормально, немного влаги еще нету. А по идее это лучше, конечно, как говорится, вот особенно у крупного язя. Все это надо немножко до копчения довяливать. Я уже говорю, вот мелкий более-менее. Ну нормально. Лишней влаги нет уже. Это хорошо. Вот запах понюхайте, запах какой вот. Запах вообще обалденный, вон. Да, нормально, четко, да? Вообще, я не знаю, коптил я в бочке. В принципе, не сказать бы, что в бочке было плохо. В принципе, то же самое, но здесь, судя то, что есть конденсат, дымный конденсат принимает, что капает, получается менее вредно, так скажем, наверное, потому что все-таки часть смолы оседает. Вот. Нормально. Тем более мы сейчас нагрузили около 30 килограмм рыбы, наверное, 1,5 ведра 20-литрового. Если загружать поменьше, то оно будет лучше. И все-таки, наверное, я вот видел тоже, крупного язя лучше, наверное, действительно при разделке чистить не с живота, а со спины, раскрывать полностью, чтобы оно, ну, как книжка, получается, раскрывалась. Так, наверное, будет лучше. Но это мы уже попробуем. Прямо на рыбалке так надо чистить рыбу. И потом уже так засаливать,
так провяливать и так уже коптить. Понимаю, что 1,5 ведра таким макаром не влезет в коптильню. Ну, ведро влезет, и то хорошо. Я так думаю, будет все отлично. Это уже будет совершенно другая история. По приезду отметим у Романа день рождения, потом через 3 дня отгуляем мой день рождения, ну а потом можно уже съездить будет на рыбалочку, на природу. Так что опыт копчения у нас это, не прощаемся на этом, мы еще увидим всяко разное, те опилки, эти опилки, вяленые, сушеные, так что рыбу ловить будем, рыбой заниматься тоже будем.